На учебно-тренировочном полигоне Управления Федеральной службы исполнения наказаний прошли соревнования, посвященные празднованию годовщины создания отдела специального назначения «Белый медведь». В состязаниях приняли участие около 30 сотрудников отряда «Белый медведь», ОМОН и СОБР. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Лежа, сидя, стоя и на бегу, бойцы спецподразделений могут вести огонь из любого положения и из любого оружия. Соревнования для силовиков прошли в 3 этапа. В первом этапе снайперская пара ползком выдвигается на огневой рубеж, где стреляет со 100 и 300 метров. Затем они переходят на другие мишени, по которым стреляют из пистолета. Затем они поднимаются на гору, откуда ведут огонь. После поражения целей претенденты бегут к финишу. Все это нужно успеть за 10 минут. Правоохранители продемонстрировали не только меткость, но и скорость, силу и выносливость. Кроме соревнования снайперов, прошли служебный биатлон и стрельба из боевого оружия. Подготовка основная у нас еженедельная. Неделю 2 раза готовимся по снайперским стрельбам. Сегодня у нас сложность заключалась не только по стрельбе, а по физической выносливости. Так была дистанция длинная для бега. Снайпер не только должен метко стрелять, но и физически подготовлен, морально, психологически уравновешенным, спокойствие. Эти соревнования проходят в честь годовщины создания отдела спецназа «Белый медведь». В этом году отряд отмечает свое 28-летие. «Белый медведь» был сформирован 25 марта 1991 года, в период, когда в колониях стало попросту небезопасно служить. Увеличилось количество случаев нападения на сотрудников и захватов их в качестве заложников. Это боевая слаженная единица, которая непосредственно выполняет, как я уже сказал, задачи как внутри учреждения, так и снаружи учреждений УФСИН России по Республике Саха-Якутия. Задачи такие, как по отражению нападений на учреждения, освобождение заложников. В отряде «Белый медведь» 36 бойцов. Все сотрудники прошли строжайший отбор. Сначала проходит собеседование с психологом, да, на морально-психологическую устойчивость. После чего, значит, проходят они ЦПД, ну, значит, тесты, да, там определенные. После этого военно-врачебная комиссия, ну и физическая подготовка. Среди бойцов отряда 2 мастера спорта международного класса, 2 мастера спорта России, а также кандидаты в мастера спорта по различным видам. В отряде несут службу 6 сотрудников, удостоенных права носить краповые береты, высшей формы отличия военнослужащих спецподразделений. За всю историю отряда этого права были удостоены 13 сотрудников. По итогам все отряды набрали одинаковое количество баллов. И это символично, ведь цель этого соревнования не победа и даже не проверка навыков. Самое главное – это поддержка боевой формы сотрудников спецподразделений. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск.